Скажите, пожалуйста, что это вообще такое? Что это такое прекрасное, разложенное, блестящее и очень гармоничное по цвету и по формам? Это набор колокольчиков. Я их использую как музыкальные инструменты, ритуальные инструменты. И это практически все эти колокольчики, они мне были подарены. Вот вы Жон-Жон, да? И это как бы обозначение колокольного звона. Вы можете сказать, что как бы эта ассоциация такая с вами, немножко как будто автопортрет колокольный? Но можно сказать, что это мои помощники. Чтобы погружаться в трансовое состояние, я использую колокольный звон. Это уже окончательный, конечный набор, да? Он не будет никак пополняться или будет? Нет, он меняется. Сначала у меня был один колокольчик. Сначала у меня были вот эти маленькие. Потом мне подарили вот этот колокольчик. У него как будто какая-то предыстория очень большая. Ну да, это был колокольчик Кучерана Юрия, с которым он выступал в группе «Пилё-пилё». Откуда он у него появился, я не знаю. Наверное, он тоже был чей-то. И вот этот колокольчик, по-моему, очень легендарный. Он был на многих концертах. Хотя группа сама не очень много времени просуществовала. То есть можно сказать, что у него как бы вторая жизнь началась, даже третья Или здесь третья, уже. или Да. 10-я. Так, мне еще очень интересен вот этот вот предмет. Что это такое? Откуда Это тоже подарок от финского композитора. Вот в этой коллекции у меня еще есть хрустальный колокольчик, но я его не беру. Он у меня как такой домашний. Охраняет мой дом. А вот этот гонг из всех колокольчиков, из всех гонгов, из всех цимбал, он самый трагичный, у него звук. Ну, на мой взгляд. Да. Такой, как будто бы или жизнь, или смерть. Вот этот мне был подарен мордовским мастером. Это просто кусок металла, который очень звонкий. И он уже по-другому звучит. У него уже какой-то более оптимистичный настрой. Да. Это как будто колокола звенят в обед, например. Очень далеко. У меня была такая история. Я как-то попал в буддийский монастырь. И я тогда был большой хулиган. Там... Вы что-то украли оттуда? Нет? Нет. Там буддисты, которые там живут уже много лет, у них есть кафе, и в определенное время женщина издает звуки в какой-то звенящий инструмент. Определенную такую комбинацию. И они выходят такие с тарелочками, с инструментами со своими, приходят в кафе, как будто бы на обед. И это происходит 3 раза в день, и они знают, что этот звук означает, что надо откладывать все дела и идти кушать. И я запомнил, как она этот звук делает, в какой последовательности. И я решил пошутить. Я вышел во время, не в то время, когда надо было кушать, сделал этот звук, и они такие чук-чук-чук выходят из своих комнаток, как зомби с тарелочками, приходят в кафе и не понимают, почему оно закрыто. Вот это у меня, может быть, даже один из таких первых был опытов с колоколами. Это какая-то потрясающая история. Вы пишете книгу? Нет? Книгу? У меня есть такой альбомчик, я его называю «Записки охотника». Я туда записываю всякие свои мысли, но пока я их не читал. Это у меня вообще такой знаковый колокол, наверное, самый. У меня была какая-то навязчивая идея, что как будто бы жить стало скучно, жить как-то так стало неинтересно. И как будто бы я достиг какого-то потолка в творчестве, я имею в виду. И
мне надо было, в общем, решиться на один судьбоносный шаг, поехать за границу одному и там, в общем, что-то кардинально решить для себя. Зашел в магазин, где продавали всякие старые вещи. Там висело огромное количество вот таких и даже больше колоколов, всяких разных. Но они были то без язычка, то он был треснутый, то он какой-то, у него звук был такой, как бы не звонкий, а глухой. И вот это был единственный, который, прямо я его взял в руки и сразу понял, что вот это моя как будто бы награда, если представить, что жизнь — это как матрица такая, и у каждого своя ячейка, что мне как будто бы дали новую ячейку. Вот вместе с этим колоколом такая у меня была информация. И здесь еще есть вот такой Колокол внутри. маленький колокольчик внутри. Я думал, что внутри маленького еще должен быть маленький, но потом подумал, что, наверное, это будет уже перебор. И у него получается двойной звук. Звенит, маленький ударяется о большой, и язычок маленького ударяется тоже. Это называется полифонический кит. Он предназначен для того, чтобы ходить, слушать звуки окружающей среды с помощью наушников. Здесь находится несколько микрофонов, и они, как бы, один микрофон подает одну информацию, другой микрофон подает другую информацию. Немножко там разные частоты. Совсем чуть-чуть небольшой сдвиг, и мозг от этого, он как бы впадает в такой ступор и начинает расслабляться. Это называется бинауральные волны. Есть там целая наука. Очень интересно. Вот это, ну, я думаю, что это такая отличная игрушка для детей, для взрослых. А он был задуман изначально в качестве чего? Полифонический кит. Да, это делают какие-то ребята интересные. Вот я их нашел в интернете. Просто я подумала, вот когда вы сказали о том, что можно слушать звуки окружающей среды, что это что-то вообще связанное с геологией, географией, что-то вот такое. Ну, можно и так сказать. То есть для этого? Или не только? Изначально? Можно слушать звуки города Ижевска. Это будет новый стиль Ижбиент. Прекрасно. Это нужно точно зафиксировать, что это сегодня было сказано. Ну, можно сказать, что это такой терапевтический инструмент. Сейчас же такой ритм жизни вообще, что люди даже перед сном постоянно что-то смотрят, читают, там смотрят в какие-то мониторы, потом ложатся спать, не высыпаются. И как раз вот это вот с помощью этого прибора можно снимать это напряжение в мозгах. Мне нужна такая штука. Точно. Всем нужно. Наверное, да. Вот этот колокольчик из деревни, название которой, наверное, я никогда не смогу выговорить. Зеглут. Джеглут. Алло? Как ся. Как ща. Ну, как-то так. Так. И кто-то нам сказал, что вот у нее в Киносе там целый склад, целый вообще это сундук времени какой-то. Мы пошли к ним в гости, нас пустили в этот Кинос, но сказали, что ничего отсюда взять нельзя. Вот я сказал, что вот этот колокольчик для Жон-Жона вы точно должны подарить. И она согласилась. Так. У него очень особый, очень ассоциативный звук. Вообще ни с чем не спутаешь. Это все колокольчики вот такого типа, они делаются вручную. И получается, что у каждого колокольчика свой звук. И когда их одевают корове на шею, коровы идут куда-то по своим делам. И у всех при движении звенит колокольчик. Такой получается шумовой оркестр. Передвижной. Интересно, как коровы относятся к этому звуку. Да, интересно. Так, это мне тоже подарил финский композитор. Это называется тибетская чаша или поющая чаша.
Если набрать туда воду и начать издавать звуки, то вода будет перезаряжаться. То есть она уже будет не той информацией, которая в нее была заложена, а информацией, которая заложит вот эти волны. Можно как в обычный колокольчик бить. А можно делать такой бесконечный звук, если водить по кругу. Кого-то этот звук расслабляет, а кого-то сводит с ума. Как какой-то писк в ушах. Я знаю людей, которые, например, приезжая в деревню, они понимают, что здесь абсолютно тишина, у них начинается писк в ушах, у них начинается истерика, и они не могут это никак прекратить, никак контролировать. Мне очень нравится тишина и вот такие звуки. Как будто очищается что-то внутри головы. Я думаю, эти волны и сквозь тело тоже проникают. Если учесть, что тело состоит из воды, клетки состоят из воды, они там тоже перезаряжаются. Мне очень интересно. Я бы со всем вот этим вот баловалась бесконечно. Так давай начнем.